Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». Какие же меры ведутся по ликвидации последствий загрязнения рек Вилю и Малая Бутобе и Ирилях, сегодня нам расскажет директор Мирнинского горно-обогатительного комбината Алексей Коваленко. Расскажите, в чем причина загрязнения рек и можно ли было ее избежать? Я, наверное, начну с того, что в период с 16 по 18 августа у нас выпало аномальное количество осадков. Если смотреть по официальным источникам, по замерам, то с 1959 года у нас таких паводков, ливневых таких дождей не было. Поэтому при проектировании дамб, которые ограждают дражные котлованы, 1% обеспеченность — это раз в 100 лет. То есть у нас на сегодняшний, 17 числа августа выпало такое количество осадков, которое превысило. То есть у нас в 2003 году было зафиксировано самое большее количество осадков за одни сутки, 52 миллиметра. А у нас 17 августа на территории Мирного выпало 86 миллиметров осадков. Соответственно, наши сооружения не были спроектированы под такую нагрузку и приняли это как цунами, то есть как волна. И, к сожалению, те наши мероприятия, которые мы начали осуществлять, мы не успели выполнить, чтобы пропустить такой большой паводок, который набрал река Ирилях. Скажите, пожалуйста, что из себя представляют эти сооружения и почему они не были на учете у контролирующих органов? Данные сооружения представляют собой перемычки, земляные перемычки, или, скажем, дамбочки, в которых дражный котлован, то есть представляющий собой огораживающую дамбу, в ней плавает драга и производит работы. Вдоль вот этих дражных котлованов мы сделали руслоотводной канал реки. И вот этот руслоотводной канал не справился с потоком воды. Вода наполнилась и не из наших котлованов попала в реку, а именно река зашла в наши котлованы и вымыла пески с дражных вот этих котлованов и промыла вот эти наши дамбы. То есть у нас промыла 7-ю дамбу, 6-ю, 2-ю и 1-ю. И вот эти все илы вымыла в реку Ирилях, и с последующим выносом в Бутуобе и Вилюй. Каков экологический ущерб? Назовите хотя бы какие-то цифры. Дело в том, что Алроса не уполномочена делать некие расчеты. Я знаю, что правительством было поручено природоохранной прокуратуре разобраться по данному факту. Я одно могу сказать, что в дражных котлованах вода у нас естественного, природного, то есть мы с реки Ирилях забираем воду в свои дражные котлованы. Драги у нас работают без какой-либо химии, поэтому у нас загрязняющих веществ в дражных котлованах нет. В соцсетях и в WhatsApp ходят противоречивые сообщения о составе воды, что якобы обнаружены химикаты. Как вы прокомментируете? Самое печальное в данной ситуации сложилось то, что население оказалось неинформировано о случившемся в соответствующие сроки. А вот что касается, действительно, люди между друг другом общаются, были такие WhatsApp-ные информации, что и дамбу хвостохранилища у нас прорвало, и минерализованных вод и так далее. Еще раз скажу, что неинформированность людей начала общение, придумывая какие-то истории. То есть они, возможно, кто-то увидел, что идут какие-то пятна, не понимая, что это, начали все такие действия, разговоры. Какие меры сейчас предпринимаются компанией для ликвидации последствий загрязнения? Сразу после случившегося мы прекратили все производство в дражных полигонах, но тем не менее там также были остановлены работы, и все имеющиеся у нас силы брошены на то, чтобы восстановить дамбы, и восстановить правильное течение реки в русле и руслоотводных каналах реки Ирилях и возобновить дальше, чтобы у нас по руслу не выносило
вот эти все глинистые частицы из дражных котлованов. Мы в первую очередь восстановили дамбу номер 7. Тем самым мы загородили реку Ирелях, и она наполнялась, чтобы происходили осаждения вот этих илистых частиц. И параллельно проводили работы по восстановлению дамбы номер 6. В настоящий момент она также пересыпана, и мы сейчас ее доводим до проектных конструктивов. Также где-то на 80% выполнены работы по дамбе номер 2. Сейчас дамба номер 7 уже раскрыта. Вода реки Ирелях запущена в руслоотводной канал, ну так как это и было. Вода после 7-й дамбы идет чистая, доходит до дамбы 2, и там накопляется, чтобы тоже немного осадилась и пошла через руслоотводной канал в районе дамбы номер 2. В настоящий момент, я вот сегодня приезжал с объезда, вода немного идет взмученная, но, как говорят местные жители, что как в паводок идет вода, вот примерно вот такая вода идет. То есть уже нету вот тех иловых взвесей, которые шли в первый день, в момент промыва, когда было неконтролируемое. Сегодня мы уже контролируем, а в первый день неконтролируемое шло. Вот этих белых взвесей, их на сегодняшний день нет. Какие силы и средства задействованы в вашей работе, и есть ли там какие-то сложности? Вся имеющая техника, которая есть в Мирнинском ГОКе, ее достаточно, поэтому других привлечений нет необходимости. То есть там есть такой фронт работ, где возможно поставить, допустим, 1 экскаватор и там 3 единицы самосвалов. И больше просто на этом фронте не смогут развернуться техника. Поэтому у нас все 4 участка были параллельно задействованы. Просто 7-я дамба была менее размыта. Вот сейчас 6-я дамба была сильно размыта, 2-я тоже сильно, 1-я сильно. Соответственно, сейчас и дольше работы там проводится. А так помощи нам нет необходимости в технике, еще что-то, финансы, все это есть. Люди работают, понимание имеется. То есть мы сейчас восстанавливаем дамбы до проектных решений и реку перепускаем в руслоотводной канал, то, как раньше и было. Есть ли сейчас опасность повторения? Ведь, как известно, осенью бывает много осадков. Да, мы, конечно, мониторим сейчас с особой осторожностью, но сейчас мы полностью готовы. Сейчас руслоотводные каналы будут расширены, и уже осенью не будет таких последствий. В какие сроки будут полностью ликвидированы последствия загрязнения рек и какие меры долгосрочного характера планируются для экологического оздоровления рек на территории деятельности компании «Алроса»? Нами было разработано мероприятие по восстановлению дамб и руслоотводных каналов реки Ирелях. В соответствии с данными мероприятиями мы закончим 8 сентября полностью все работы. Что касается долгосрочного понимания по нашим конструктивам дамб, руслоотводного канала, то сейчас уже исполнительный директор дал поручение, Институт Якутии-Алмаз рассматривает вопрос о тех конструктивных изменениях, которые могут быть, учитывая, что спроектировано было с учетом 55-56 миллиметров осадков суточных, а мы поимели 86, соответственно, 82,6, то, соответственно, будут пересмотрены вот эти вот показатели, и нам дадут рекомендации, чтобы мы уже к паводку следующего года подготовились, и следующий период дождевой мы такие катаклизмы не переживали. По оздоровлению рек, что касается «Алроса», то мы ежегодно в своем бюджете планируем закуп мальков и выпускаем в реку Ирелях. Глава Санторского улуса поднимал вопрос перед «Алросой» о том, что чтобы «Алроса» поставила на те населенные пункты, которые вдоль Вилюя, водоочистные сооружения. Для нас это, если честно, было неким удивлением. То есть мы живем сейчас в современном мире, а у людей нет нормальных водоочистных сооружений.
То есть Алроса готова рассмотреть этот вопрос, но здесь в первую очередь мы должны получить обратную связь от населенных пунктов. То есть они нам должны сказать возможность подключения по электрике, где водозабор будет, куда трубу тянуть, какой химсостав воды именно вот на том участке, и причем в разные периоды, это и лето, и зима. Ну, мы проговорили, вроде как есть эти исходные данные, нам их представят, и мы тогда готовы будем рассмотреть, либо эти водоочистные установки будут блочные, и мы можем уже готовы их закупить, то есть уже хоть завтра и установить. Если потребуется проектирование, то, ну, допустим, есть некоторые водоочистные установки, которые могут очищать там до определенного качества воды. А если потребуются более глубокие очистки, то потребуются определенные фильтры там, и так далее. Для этого потребуется еще дополнительное проектирование. На это, конечно, займет больше времени. То есть мы сейчас ждем обратной связи, то есть от населения, ну, от населенных пунктов, от глав, чтобы мы дальше могли оперативно сработать. Спасибо, что уделили нам время и ответили на такие проблемные, актуальные вопросы. Спасибо. Хочу напомнить, с нами беседовал Алексей Коваленко, директор Мирнинского горно-обогатительного комбината. Вы смотрели актуальное интервью. С вами была Марфирина Алексеева. До новых встреч на канале Якутия 24.